Родился я и вырос в Душанбе. Закончил среднюю школу номер 3-4. Всю жизнь жил и сейчас живу на Водонасосной. Это самый любимый мой район. С детства, как и все малыши, пацаны в то время, занимался почти со всеми видами спорта. Это и баскетбол, и футбол, ходили на борьбу на Фрунзе, на бокс ходили в Якочинар. Но серьезно я начал заниматься все-таки греблей. Греблей на байдарках и каноэ, я сам бывший каноист. Это был далекий 73-й год. Старшее поколение, может быть, помнит, на Водонасосной очень много жило спортсменов, великих спортсменов. Михаил и Юрий Бабановы, Суровицкий, это каноисты, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Очень много хороших боксеров, каратистов. Вообще Водонасосная была сама по себе такая спортивная, маленькая страна, можно сказать. Это очень тяжелый труд тренировать людей. Когда идет работа с людьми, это очень тяжелый труд. Каждый человек со своим характером, со своим нравом, со своими капризами. За одну тренировку, вот в данное время у меня проходит где-то человек 15-20. Вы знаете, как тяжело. Там есть молодые, есть взрослые, кому за 50. У каждого свой нрав, у каждого свои заморочки. И с каждым надо находить общий язык. Со стороны это кажется, что легко, но на самом деле тренер после своей работы, когда приходит домой, он очень уставший. А тем более, когда в возрасте, это все сказывается и на здоровье, и на психике. Если куда-то не доходит. Инжаяки вас виникап В 2001 году я уехал через посольство Германии, в Германию учиться на курсы международных тренеров. Учеба длилась или 7, или 8 месяцев. Там нам тоже преподавали немцы, профессора, но взрослые уже, с переводчиком. Очень много знаний я получил тоже там. Но они все хвалили советскую школу преподавания. Действительно, когда мы там учились, мы очень многое вспомнили. И они тогда просто нам сказали, что у вас очень сильные были преподаватели в Советском Союзе. Бывшие спортсмены, бывшие педагоги. Утром здесь превосходно то, что здесь поют разные виды птиц, вплоть до соловьев. Бегают белки. Очень много белок. После того, как я сделал разминку, я выхожу на большую трассу основную, и здесь у нас подряд стоят тренажеры. Там в конце ботанического сада и по той трассе у нас тоже расположены очень хорошие тренажеры. Там у нас целый городок тренажеров. Многие ребята занимаются там. Там и попрохладней, это край ботанического сада. Я делаю здесь разминку, выхожу на трассу, и уже когда иду домой, я прохожу по самым своим любимым тренажерам.
Большое спасибо огромное руководству ботанического сада, когда они установили эти тренажеры. Большое спасибо всем дворникам, этим женщинам, которые каждое утро, если вы сняли, которые убирают этот ботанический сад, это огромный труд. Здесь очень большие деревья, не знаю, по сколько им лет. Я всегда прихожу сюда, делаю разминку и обязательно обнимаю эту ель. Она огромная. Я с ним разговариваю, с этим деревом. Во-первых, благодарю это дерево за то, что оно есть, за то, что оно дает нам жизнь, дает нам свежий воздух. У меня всегда происходит эта беседа с этим деревом. Оно на протяжении уже лет 20, оно было еще чуть-чуть молодым, и я молодым, но оно сейчас очень сильно повзрослело и выросло в рост. Я подхожу именно к этому дереву. Дай Бог жизни и мне, долгой, хорошей, счастливой, и дай Бог, чтобы это дерево росло. Еще много веков оно радовало наших детей, внуков, правнуков, чтобы в будущем молодые внуки приходили, тоже любовались этим деревом. После 9 занимается женщина скандинавской ходьбой. Вот одна из групп, которые сейчас ходит. Посмотрите на их возраст, посмотрите на их состояние. Очень приятно смотреть, когда такие взрослые женщины занимаются скандинавской ходьбой. Поэтому я и агитирую взрослых женщин. Приходите после 9, они ходят, набираются свежего воздуха, здоровья и настроения. Почему я хожу пешком? Вообще ходьба, она после стольких лет занятий в большом спорте, в тренажерном зале, больше всего я сейчас, можно сказать, отдыхаю и кайфую от ходьбы. Действительно, людям после 50 ходить очень полезно. Не надо сразу начинать с большой дистанции. Надо все это делать постепенно. И потом доводить в среднем до 6, до 8 километров ходьбы в день. Не нужен большой темп, тоже быстрый. В среднем темпе. Ходьба, во-первых, это работа сердца, работа всех мышц, работа легких, насыщение организма кислородом. Это очень полезно. Вот один из тренажеров, на котором я делаю здесь немного работы своей. Стараюсь во время тренировок обязательно пить воду. Она нам очень нужна для организма. Так как если мы в первую очередь не пьем воду, у нас начинает тут же густеть наша кровь. Поэтому стараюсь во время тренировок выпивать литр, 1,5 литра воды обязательно, если вы когда ходите. Пришли домой, можете заварить чай зеленый, пить чай или обычную столовую воду, или кипяченую воду. Поэтому вы сами знаете, какая чистая вода у нас в Таджикистане, горная, она очень вкусная. Можно пить свою воду с удовольствием. Это второй тренажер, на котором я здесь всегда. Разминаясь здесь, у нас что хорошо, растягиваю все мышцы ног, он наподобие лыж. В среднем я здесь работаю 3-4 минуты. Очень хорошее упражнение.
когда вы тренируетесь даже в спортзале, занимаетесь спортом, делайте, по моему мнению, уже за столько лет работы в тренажерке, я думаю, что все надо делать в меру. Потому что у нас каждый орган имеет свой резерв, тоже сердце, та же печень. Если мы слишком эти органы перегружаем, естественно, мы сами себе сокращаем жизнь. Это чистая совет для молодых. Не надо перегружаться в залах, а то вот у нас в зале многие приходят, я замечаю, они за тренировку в зале проводят 3-4 часа времени, тем более в летний период. Это они все делают во вред своему здоровью. Немного надо или спрашивать тренеров, или же читать самим книги и узнавать. Достаточно в нынешнее время 1,5 часа тренировок, потому что у нас лето очень жаркое. Порой достигает температура в нынешнее время до 50 градусов. Я почему и начал тему насчет воды. Я не гружу своих учеников. Они у меня максимум занимаются 1,5 часа. И после этого идут на дорожку или на лыжи, или на велотренажер. Но при этом я заставляю их очень пить много воды. Обязательно. Жара, она сама по себе уже давит на наше сердце, на все органы. Но вода как-то это все стабилизирует. И главный совет: просто не грузите в спортзалах. В том же, когда вы ходите, прошлись, чувствуете, устали, прекращайте, все, потихонечку заканчивать тренировку. Очень люблю свой сад, работать в своем саду. Если бы в зале какое-то удовольствие прийти уставший с работы, пообедать, а под вечер выйти в свой сад, собрать вот так свежую черешню, помыть ее, немного охладить, а потом поставить на ужин за стол. Все, что вот взращено в этом саду, это все вырастил я после отца. Отец у меня тоже очень любил двор, здесь был действительно у нас хороший сад тоже раньше. Но каждому дереву приходит своя череда, и надо выращивать новый сад. Я постарался собрать почти все виды черешни в своем саду. И она у меня с великим удовольствием растет вся по очередности. В то же время это физическая работа для меня. Это как бы как физкультура. Вот сейчас мы соберем эту вишню и сядем за стол и начнем дальше беседовать.
Я очень благодарен судьбе, что я ушел в спорт, что меня завлек мой сосед, тренер, на греблю. Но и братья у меня были хорошими спортсменами. Старший брат у меня всю жизнь занимался велогонкой. Он тоже мастер спорта СССР по велоспорту. Он тренировался в сборной. Если я не ошибаюсь, сборную тогда тренировал Шепель. Они тренировались в одной группе с чемпионом мира Саидом Гусейновым. Долго он тоже тренировался, пока не женился. Ну, у него супруга тоже была велогонщица. Вот они полюбили друг друга, женились. Сейчас они живут на Украине. Второй мой брат футболист, тоже хороший футболист был. Тренировался он у хорошего тренера Коробова на «Спартаке». Был очень хороший тренер. Тоже выступал хорошо, можно сказать. И третий братишка, это после меня, третий я по семье, по братьям, четвертый, вернее, брат. Он тоже пошел по стопам брата. Он тренировался тоже велоспортом на «Динамо». Тоже дошел до кандидата мастеров спорта. И что я хочу сказать в отношении спорта. Этот спорт нас воспитал дисциплинированность, порядочность. Во-первых, уважение к тренеру, к старшим и самоуважение. Воспитало чувство лидерства. Благодаря спорту мы все, братья, получили высшее образование. Два брата закончили сельхозный институт. Мы с братишкой получили образование в физкультурном институте. Поэтому я очень сильно благодарен спорту. Единственный из братьев по системе спорта ушел только я. И до сих пор работаю. Хотя мне уже 62 года. Я обычно на тренировках даю или в начале тренировки в качестве разминки минут 15. Или же в конце тренировки, это заминка, многие крутят по 30, по 40 минут. Обязательно делать надо заминку, чтобы у нас и сердце, и мышцы все пришли в тонус. После заминки обычно у меня ученики спускаются вниз и начинают растягиваться. Это тоже обязательно нужно делать, чтобы, опять же, мышцы, чтобы пришли в тонус и были всегда растянуты. В то же время, чтобы суставы у нас были в целости и сохранности, мы должны растягивать свои все мышцы и сухожилия. Тренер является действительно как родителем, то есть он является отцом для своих учеников. Он их выращивает, воспитывает, дает путевку в жизнь. Потому что, занимаясь с учениками, тренер отдает свою душу, отдает время, а время, как вы знаете, невосполнимо. Поэтому с каждым учеником он теряет свою частичку своей жизни. И эту частичку он отдает своим ученикам. Я благодарна Озоду Арипову, что он тренирует меня уже столько времени. Я похудела на более 10 килограмм, но и сильно потянулась. Озод удивительно может мотивировать на тренировку, на здоровый образ жизни, на то, чтобы полюбить себя такими, какими нас создала природа. Человек всегда позитивный, всегда с хорошим настроением, всегда к нему летишь на тренировку. При помощи правительства, как я сказал, построим такие шикарные залы, такие спортплощадки практически для всех видов спорта.
И маленький совет молодежи. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь своим здоровьем. Это пойдет во благо самих же себя и во благо, конечно, нашего государства. Как я говорил, здоровая нация – это одно из главных нашей задачи. Допустим, сколько за эти 38-39 лет, которые я тренирую людей, вы знаете, сколько прошли через мои руки, через мое знание, столько людей, столько ребят. Они все сейчас разбросаны по миру, и со многими с ними я связываюсь, разговариваю, и все они благодарят то, что благодаря вот этому, то, что я их столько тренировал, они ходят до сих пор бодрые, все здоровые, и многие из них не бросили ни залы, ни тренировки, ходят, тренируются до сих пор, хотя они уже все в возрасте.